мой любимый сын, моя любимая дочь, я хочу обратиться непосредственно к твоему сердцу, соединившись с тобой на глубоком, эмоциональном уровне. Я знаю, что жизнь временами может быть ошеломляющей, но я хочу, чтобы вы знали, что все будет хорошо. Какой бы страшной ни казалась ситуация, я в пределах вашей досягаемости и дарую вам победу. Пожалуйста, не позволяйте страху овладеть вами. Я посылаю эти слова, чтобы укрепить вашу веру. Я предлагаю вам любовь, спасение, благодать и прощение. Я также хочу, чтобы вы знали, что я беру на себя ответственность за ваши страдания. Я уже преодолел невзгоды этого мира, невзгоды и зажег в твоем сердце искру жизни, которая будет расти и процветать. Каждое слово, которое я говорю вам, подобно краеугольному камню, укрепляющему вашу жизнь, дающему приют и приносящему мир и защиту вашей семье. Не бойтесь, не расстраивайтесь, но и не оставайтесь бездействующими. Противник вашей души ищет вашего поражения, но вы должны подняться на битву. Силы тьмы побегут, и благословения, которые были удержаны, будут высвобождены. Я услышал ваши молитвы, и хотя силы тьмы могут попытаться украсть вас, вы не сдались и продолжали молиться с верой. Наслаждайся именно этим моментом, если веришь, что я с тобой, дитя мое. Теперь я призываю вас не колебаться. Продолжайте возделывать землю, вставайте рано и не расстраивайтесь, когда увидите, что другие колеблются и отказываются от своей веры. Продолжайте в том же духе, потому что в назначенное для меня время вы станете свидетелем обильного урожая. Берегите это послание, когда вам грустно, послушайте его еще раз, откройте Библию, напитайте свою душу псалмами и пословицами и изучите жизнь моих слуг, героев веры. Они были несовершенны, но заставили замолчать львов, разгромили армии и остались стойкими. Точно так же, как они терпели боль и страдания, вам придется пережить то же самое. Не сдавайтесь своим противникам или тем, кто стремится нарушить семейную гармонию. Противостаньте во имя мое святое и до конца не поддавайтесь душевным потрясениям. Держитесь подальше от тех, кто причиняет вам вред своими словами и действиями. Хотя вы готовы поддерживать их во время взлетов и падений, они не имеют права красть ваше будущее или попирать вашу честность. Держитесь прямо, вы обладаете великой ценностью и драгоценным достоинством. Если вы доверяете тому, что я вам говорю, напишите в комментариях: «Я бесценен для Бога». Защищайте своих близких и избегайте насилия и недоброжелательности, независимо от того, что могут говорить другие. Те, кто его критикует, не обращаются к нему во время конфликта. Так что прислушайтесь к этим словам и боритесь за свою свободу. Не возлагайте надежды на людей, которые могут потерпеть неудачу. Многие обещают вечную любовь, но бегут, когда приближается буря, крадя их радость и надежду. Если вы ищете ясности, держитесь подальше от насилия ради своих детей. Бегите от зла и не бойтесь, ибо я обеспечу все, что вам нужно. Чтобы получить, введите мое имя в комментариях. Не следуйте за теми, кто стремится подрезать вам крылья, мешая вам взлететь. Я спас тебя, чтобы украсить твое будущее. Я наполнил твою душу своей любовью. Я изолью мир в твое сердце и наполню тебя сверхъестественной радостью. В минуты боли ветра мира приносят пессимизм и шепчут вам на ухо негативные мысли. Что бы ни случилось, держись за безопасность, которую обеспечивают мои слова. Не бойтесь, не унывайте, будьте сильными и мужественными, ибо я с вами.
Жди меня на рассвете, войди в мое присутствие, когда я получу первые лучи нового дня. Сияние, которое вы видите, это моя любовь, возвещающая о чудесных и сверхъестественных вещах, которые я желаю, могу и совершу в вашей жизни. Посвятите мне свою веру, как бы вы ни устали. Встаньте на колени, принеся все свои конфликты, проблемы, тревоги и разочарования к моим ногам. Сегодня я говорил с вами нежно, раскрывая то, что живет в моем сердце. Вы решили слушать, подчиняться мне и двигаться вперед в свое будущее с верой и решимостью. Я говорю вам, и вы должны верить, что вы будете процветать, несмотря на нынешние обстоятельства и препятствия, которые вы видите. Все будет хорошо. Я свергну врагов твоих, а ты поднимешь руки в хвале, поблагодаришь за свои блага. Скажите своей семье, что слову вашего Небесного Отца действительно стоит прислушаться, поверить и повиноваться. Я люблю тебя, обрати внимание, у меня срочное послание для твоего сердца. Наберите 777, если слышите меня. Я очень люблю тебя, ты много значишь для меня, даже если уйдешь. Я продолжаю любить тебя. Я буду искать тебя, где бы ты ни был, спасая тебя из самой глубокой пропасти. И если вы благодарны мне за это, пожалуйста, выразите свою благодарность в комментариях, написав «Спасибо за все, Господи». Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, во Вселенной нет слов, которые могли бы адекватно описать это святое, прекрасное и вечное чувство, которое я испытываю к тебе. Это вечная эмоция, такая нежная к тебе. Я никогда не брошу тебя, потому что ты очень важен для меня. У меня нет причин нарушать свое вечное обязательство, держать тебя в своих руках. Я жду тебя каждый день, рано, в моем присутствии. Вы обретите силу и утешение, необходимые для преодоления трудностей на своем пути. Какими бы огромными ни казались горы, я здесь, чтобы помочь вам их покорить. Я подниму вас на высший духовный уровень, укрепив ваш дух. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли, это послание, которое я хочу донести до вас сегодня. Не сравнивайте мою любовь с чьей-либо еще и не сомневайтесь в своей ценности из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь сегодня. Не отвергайте моего слова из-за своих неудач, не недооценивайте мои благословения, не отвергайте моего прощения. Я остаюсь прежним и продолжаю любить и укреплять тебя. Повторяю, я никогда тебя не подведу. Наберите 1111 и подойдите ко мне поближе. Я имею право заключить с вами завет, и этот завет уже написан. Я дарую вам спасение, и вы являетесь наследником благословений, которые наделяют вас миром, терпением и любовью. Я открою тебе глаза, чтобы увидеть за пределами презрения, и ты похвалишь меня, когда поймешь, насколько велико и чудесно твое будущее. Ваше счастье начинается здесь и сейчас. Сегодня вы наполнены непоколебимой силой, мощной силой, воспламеняющейся в вашем сердце, целью жизни, светом, освещающим ваш путь, мотивацией продолжать сражаться, не сдаваясь, желанием помогать, служить и благословлять тех, кто вас окружает. Позвольте мне направлять вас и давать мудрость на каждом этапе пути. Поверь, что я никогда не оставлю тебя одного. Я всегда буду рядом, чтобы держать тебя за руку и поднять, когда ты почувствуешь слабость. Я твой всемогущий Бог, и сегодня я приказываю морям и бурям подчиняться тебе. Я даю тебе власть попирать змей и скорпионов. И ничто не причинит вам вреда. Посмотрите, как ваши враги падают направо и налево. Все, кто восстанет против тебя,
будут посрамлены и побеждены. Пожалуйста, не говорите мне, что вы чувствуете себя ничтожным. Я не хочу, чтобы вы принижали себя или отрицали это прекрасное благословение. Введите 2222 и получите мое чудо в подарок для вас. Ты говоришь, что любишь меня и веришь, докажи это таким образом. Примите эти слова и поверьте им, столкнитесь лицом к лицу со своими конфликтами и проблемами, приготовьтесь их преодолеть. Сегодня я окружаю тебя своей любовью, я наполняю тебя своей силой. В этот день я подтверждаю свой союз. Я всегда буду рядом с тобой, я люблю тебя и никогда не оставлю тебя. Осмелитесь написать эти 3 слова собственноручно. Я верю в это, я благословил тебя и сделал это, потому что ты попросил. Ради здоровья и счастья вашей семьи я хочу, чтобы вы процветали во всем, даже если ваша душа и сердце ищут меня и растут в моей любви. Говорю вам, благословляю вас, ответьте сегодня моим благословением. Примите новую жизнь, которую я вам предлагаю. Хватит бесконечной борьбы, порабощающей печали. Я дарю тебе новое сердце, которое должно быть наполнено только радостью и моим живым словом. Здесь нет места унынию и страху. Я помогаю вам наслаждаться моими благами, становиться с каждым днем сильнее, мудрее и благоразумнее. Не позволяйте проблемам других людей тянуть вас вниз. Не участвуйте в злонамеренных сплетнях и не общайтесь с теми, кто замышляет зло против невинных. Поверь, ты можешь открыться мне со всеми своими чувствами. Я твой отец, и я здесь, чтобы слушать тебя без осуждения и критики. Никто не любит тебя больше, чем я, заставляя тебя чувствовать мою великую, безусловную и беспрецедентную любовь, которая дает тебе силы двигаться вперед и обрести истинное счастье. И если ты тоже любишь меня, моего сына, мою дочь, покажи это в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Моя любовь – это безопасная гавань, где ты обретешь мир и спокойствие. Дорогой сын, дорогая дочь, я твой защитник, твой проводник, твой доверенное лицо. Я знаю, что сомнения и негатив иногда могут проникнуть в ваш разум, заставляя вас чувствовать себя неуверенно. Но знайте, что я здесь, чтобы помочь вам преодолеть любые эмоциональные проблемы. Будьте бдительны, не привыкайте жить от одной проблемы к другой, какими бы мелкими они ни казались. Маленькие проблемы часто растут и никогда не решаются. И если вы действительно верите мне на слово, вот что вам следует делать, когда возникает проблема: признать ее, заявить о своих обещаниях вслух, воззвать ко мне, и я отвечу. Я говорю вам сегодня, что эти проблемы и ситуации будут решены. Упорствуйте в своей вере, двигайтесь вперед, сопротивляйтесь врагам, и они отойдут от вас. Но не спите слишком глубоко, опасность подстерегает. Молитесь, размышляйте над моим словом, и пусть оно запечатлеется в вашей душе, слово за словом. Введите вера, если вы доверяете Господу Богу. Скажите своей семье, что я тоже хочу благословить их. Помолитесь за них и попросите их помнить обо мне. Сегодня многие голоса требуют внимания людей, но те, кто меня знает, узнают мой голос, когда я говорю. Они слышат мои сообщения и понимают их. Я надеюсь, что эти слова услышат все в вашем доме. Не позволяйте бунту некоторых членов вашей семьи или их неверию обескуражить вас. Продолжайте делать свою часть работы. Молитесь, любите их, относитесь к ним терпеливо и достойно. Я коснусь их сердец одно за другим,
и они откроют мне свою жизнь в поисках новой возможности. Не пренебрегайте малышами. Враг стремится ранить ваше нежное сердце. И если вы не обеспечите им руководство и заботу, в вашем доме родится новое поколение верных воинов, храбрых душ, которые провозгласят мои чудеса в грядущие времена. Я желаю обильно благословить вас и призываю серьезно отнестись к своему духовному росту, образованию и целям. Я изолью на всех вас свой Святой Дух. Некоторым будут сниться сны, другим будут видения. Они будут носителями посланий, которые будут назидать новые поколения. Я дам им силу, чудеса и чудеса, и они будут орудиями исцеления и утешения для беспомощных. Покажи им мою любовь, чтобы каждый, кто идет путями зла и живет, заблудившись в искаженных лабиринтах, мог найти во мне новую жизнь. Дорогой сын, дорогая дочь, сегодня я хочу обратиться к твоему сердцу так, чтобы это нас глубоко связало. Я здесь, чтобы помочь изменить ваше мышление, начиная с этого момента. Освободитесь от негативных мыслей, которые вас тяготят. Не принижайте себя и не питайте плохих чувств по отношению к другим. Столкнувшись со стрессовыми ситуациями, осознайте, что ваши мысли создают тревожные истории. Вместо этого решите прощать обиды и не распространять клевету своими словами. Я хочу, чтобы чистое и свободное сердце наполнилось моей любовью, чтобы твой дух мог чувствовать мое присутствие днем и ночью. Напишите 5555 и почувствуйте, как Святой Дух найдет вас. Независимо от обстоятельств, вы обнаружите, что это сделает вас сильнее и устойчивее к злым влияниям. Избегайте общения с теми, кто живет в эмоциональной темноте. Твое сердце обновилось, и я запечатлел свое святое слово на твоей душе. Очисти свой разум живой водой, текущей с моего престола святости. Моя воля, чтобы вы жили в полной свободе. Но помните, что выбор за вами. Слушайте мои послания и подчиняйтесь им, потому что я хочу излить на вас обильные благословения. Пожалуйста, верьте и живите согласно этой истине. Ваша жизнь уже меняется, я творю чудеса в вашей семье. И если вы искренне в это верите и принимаете это, уточните в комментариях. Я верю и принимаю, Господь. Держите эти слова близко к сердцу и примите мое благословение. Поднимите руки как символ победы, даже если вы чувствуете разочарование или нежелание сражаться, или когда кажется, что ваши враги одерживают верх. Независимо от ваших эмоций, делайте, как я говорю, поднимите руки и помните, что вы побеждаете верой. Вы – возлюбленный сын или дочь всемогущего Бога, который безмерно любит вас, осыпает вас благодатью и окружает милостью. Вспомните значимые победы вашего прошлого, моменты, когда вы сталкивались с, казалось бы, непобедимыми противниками, сражались изо всех сил и выходили победителями. Вы знаете, что значит бороться, уставать, падать и приходить ко мне за силой. Ты знаешь, что значит подняться и снова одержать победу. Вы уже вкусили победу раньше, и теперь, с еще большим основанием, вы выиграете все свои сражения. Сегодня вы держите в своих руках меч моего Святого Духа и священное Слово, которое я вкладываю в ваше сердце. Ты никогда не был трусом. Позволь мне коснуться твоего сердца и развеять разочарование, затуманивающее твое видение. Пламя горит в вашей душе, побуждая вас продолжать бороться за свои мечты и за людей, которых вы любите вокруг себя. Помните, что вы не одиноки, вас любят и ценят. Отбросьте те болезненные мысли,
которые пытаются убедить вас, что вы никому не нужны и что я вас бросил. В глубине души вы знаете, что это неправда. Прими мои слова и мои теплые объятия сейчас. Напечатай «Я получаю» и почувствуй, как я вхожу в твою жизнь, дитя мое. Не теряйте мужества и не расстраивайтесь из-за конфликтов и страданий. Что бы ни случилось, верь, отдай мне свою боль и позволь мне утешить тебя. Если тебе нужно поплакать, я здесь, чтобы выслушать. Выразите свои чувства прямо сейчас и поделитесь со мной своими переживаниями. Отпустите чувство неудачи и поражения раз и навсегда. Сегодня я рядом с тобой каждое утро, каждый день и каждую ночь, чтобы предложить утешение и поддержку. Чтобы вы знали, как высоко вас ценят, моя любовь окружает вас, и моя могучая рука защитит вас. Сегодня вы поднимаетесь от победы к победе, сражаясь с вражескими армиями, преодолевая стены конфликта и побеждая силы зла, и все это время веря в это слово, которое дает вам великую силу. В конце дня приди ко мне на коленях, доверь мне свои страхи и слабости. Еще раз я готов исцелить вас своей священной любовью. Я залечу все раны, нанесенные миром. Я также помогу вам поднять руки в победе. Мы вместе отметим ваши достижения венком жизни, а я подготовлю вас к предстоящему путешествию. Когда вы почувствуете, что достигли вершины горы, я буду рядом, чтобы отпраздновать это вместе с вами и разделить ваше счастье. Независимо от того, где вы находитесь в жизни, помните, что моя любовь к вам вечна, и я всегда буду готов поддержать вас во всем, что вам нужно. У меня есть много благословений для вас, и я найду новые способы воодушевить вас продолжать борьбу. Поэтому даруй мне славу каждый день, сын мой, дочь моя. Собственно, сделайте это прямо сейчас и в комментариях напишите громкое «Слава Богу». Не слушайте жалобы негативных людей. Они потеряли надежду, потому что верят, что мир становится хуже. Но ради тебя и твоей семьи я буду защищать тебя под покровом любви. Я окружу тебя изобилием и обеспечением, здоровьем и защитой. Не бойтесь, если вы столкнетесь с материальными потерями или препятствиями, мешающими вашему счастью. Помните, что это временно, все происходит по какой-то причине. Я с любовью забочусь о тех, кого люблю, и каждая проблема, с которой вы столкнетесь, превратится в благословение. Напишите «Я люблю тебя», если ты меня любишь. Я удалю из вашей жизни тех, кто связан со злом и стремится разрушить ваше будущее. Они не понимают, что их ждет. Стойте твердо в своей вере, не позволяйте критике или нападкам влиять на вас. Сосредоточьтесь и приготовьтесь управлять всеми благословениями, которые я приготовил для вас. Я твой настоящий отец, я люблю тебя и встречаюсь с тобой каждое утро, когда восходит солнце. Я твой всемогущий Бог. Эти слова трогают твое сердце, почувствуй меня. Сегодня благоговейно склони голову в моем присутствии, молчи и жди. Закрой глаза, любовь моя. Прикоснись к твоей душе, любовь моя. Двигайтесь сердцем, не сдерживайте слез. Позвольте им течь и смывать уныние и отчаяние. Встань, отряхнись. Поднимите руки к небу и воскликните с радостью о победе, которая принадлежит вам по вере. Вспомни свое прошлое, триумфы и победы. Но с сегодняшнего дня ты совершишь еще большие дела, потому что ты отдал мне свою жизнь и подчинился моей воле. Я люблю тебя и обнимаю тебя, пальто или преодоление, полное мужества.
Скажи мне, что ты веришь. Ваше прошлое, ваши победы и поражения не имеют для меня значения. Важно то, что твое сердце пришло ко мне сегодня с убеждением, что я тебе нужен и что ты не можешь продолжать нести это бремя, которое тяготит твою отчаявшуюся душу. Желаю тебе покаяния, пора менять курс. Никогда не оглядывайтесь назад. Прямо сейчас я встану, протяну руку и поведу тебя по правильному пути. На свободе, на горизонте сияет свет моей правды. Я жду тебя с распростертыми объятиями, готовый окружить тебя своей милостью и предложить тебе прощение за твои ошибки, предоставляя новую и прекрасную возможность. Я хочу, чтобы ты жил в моей любви, обновлял свое здоровье и силы. Я надеюсь, что вы решите остаться в этом мире, что обеспечит вам эмоциональную стабильность, чтобы встретить предстоящие годы. Я увеличу благословение в вашей жизни. И не забудьте этот момент, запечатлейте в своем сердце день и час, когда вы получили это послание, ознаменовав начало новой главы в вашей жизни. Сегодня начните жизнь, полную чудес и чудес, написанную силой моей крови и запечатанную моим воскресением. Ты откроешь новые мечты, ты вернешься к моей вечной цели. Наберите 444 и передайте всем мне, позвольте мне позаботиться о каждой детали. Многие двери открываются, и судьба, которую я приготовил для вашей семьи, станет реальностью. Несмотря на проблемы, которые все еще существуют в вашем доме, продолжайте работать над своими сердцами, лепя их, как гончар лепит глину. Люди, которых вы видите сегодня, через несколько месяцев станут другими. В вашем доме будут жить смелые и полные веры сердца. Семьи вокруг вас будут поражены мощными изменениями, которые я принесу вам, и всеми чудесами, свидетелями которых станут многие. Примите это, признайте это, поверьте этому. Вам нужны перемены в вашей жизни и в вашем доме, и я могу это сделать. Для меня нет невозможного. Измените свой образ мышления и убеждений. Люди, которые сегодня совершают ошибки, могут измениться. Ваш характер, ваш образ жизни, ваша манера говорить, ваше видение будущего, ваша духовная зрелость, все ваше существо будет обновлено. С завтрашнего дня ты будешь просыпаться, думая обо мне, полный мужества, вспоминая победы, которые я дал тебе, и забывая неудачи и поражения прошлого. Готовы ли вы принять это? Если да, то скажите об этом в комментариях, написав «Я готова, Господи». Вы будете относиться к окружающим с терпением и добротой, ласково разговаривая с ними, избегая повышать голос и обижать близких оскорблениями, унижениями или криками. В ваш дом вернутся радость и гармония, расцветет счастье. Я даю вам веру и решимость преодолеть симптомы болезни, с надеждой жду вашего выздоровления. Я хочу, чтобы вы последовали мудрым советам врачей, которые я поставил на вашем пути. Они помогут вам использовать свои знания, и здоровье вернется в ваше тело. Я совершу чудо, которое ты ищешь, в подходящее для меня время. А пока внесите свой вклад, вникайте в эти обещания, слушайте мои послания, проявляйте упорство каждый день, чтобы поддерживать свою веру активной. Помогите мне донести эти слова до тех, кто в них нуждается. Благословите всех, кого можете, даже в разгар вашей борьбы и испытаний. Протяните руку помощи и предложите благословение, поддержку и примите решение сделать это сейчас. Сделав это, вы станете свидетелем того, как перед вами проявится моя могучая слава. Добро пожаловать на новый духовный уровень.
приготовьтесь к сверхъестественной жизни с чудесами, которых вы раньше не видели и не слышали. Чудеса произойдут с вами и вашей семьей. Вы получите обеспечение и изобилие. Набрав 999, почувствуйте, как изобилие входит в вашу жизнь, в ваш дом и в вашу семью. Нехватка не войдет в ваш дом, болезнь не войдет в ваше окно, и трагедия не постучится в вашу дверь. Мой сын, моя дочь, постоянно помните, что преданность вашего сердца, ваша непоколебимая преданность и ваше стремление верить и следовать за мной до конца имеют важное значение. Действуйте милосердно, ищите справедливости, предстаньте передо мной со смирением, как вы это сделали сегодня. Я жду твоего возвращения. Давай поговорим завтра еще раз. Воззови ко мне с верой, и тебе откроются чудеса и чудеса, которых ты еще не знаешь. Вы не представляете себе эти слова, которые слышите. Они подтверждают многое. Это тоже великое чудо. Сегодня я написал в твоем сердце убеждение, что тебя не унижают и не бросают. Я вам еще раз говорю, почувствуйте это. Я люблю тебя, и ты всегда будешь для меня чрезвычайно важен и ценен. Поверьте мне на слово. Ваше прошлое останется позади, печаль, которую вы чувствуете сегодня, исчезнет и никогда не вернется, если вы поверите, что у меня есть сила творить сверхъестественные чудеса. Держитесь этой веры, просите, и я дам. Доверьтесь своим планам, желаниям и мечтам, и я вам помогу. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Найдите убежище под моей тенью, и когда вы будете полны напряжения, я облегчу ваше бремя и принесу мир в ваше сердце. Не смотри на меня, как на далекого друга. Ты очень ценен и важен для меня. Выходя на улицу, посмотрите на солнце, которое вас освещает, и на облака, защищающие от жары. Они были созданы, потому что вы имеете для меня большую ценность. Небо, земля, вселенная, звезды – все создано для того, чтобы вы могли оценить и почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Иногда может возникнуть ощущение, что вы не добиваетесь прогресса или что ваша жизнь не имеет смысла. Бывают моменты, когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми проблемами и даже можете ошибочно полагать, что выхода нет. Вы можете думать, что сколько бы вы ни молились и ни просили, вы не получите обещанного благословения. Напишите «Я хочу тебя, Боже, и знай, что я всегда рядом с тобой». Отдай мне все оставшиеся у тебя сомнения, положи голову мне на плечо. Моя любовь исцелит твою печаль и сотрет тревогу. Моя любовь очистит твои глаза, открыв твое духовное зрение. В вашем доме воцарится гармония. Я открою будущее мира и спокойствия. Многие из проблем, с которыми вы столкнетесь, послужат укреплению вашей веры, помогут вам лучше узнать меня и понять, что я настоящий и всемогущий Бог без невозможностей. Хвалите теперь в комментариях, написав «Хвала Богу в моей смерти, на кресте и в моем воскресении». Даруй вечное спасение. Ты сидишь по правую руку от меня в духовной сфере, получая наследие и инструменты для блаженной жизни. Ничто и никто не сможет помешать вам осуществить свой план и судьбу, которые я уже приготовил для вас. Я призываю вас сейчас поверить и смотреть вперед с верой. Противник использует вину и раскаяние, чтобы преследовать вас за прошлые ошибки, но знайте, что вы передали свои проступки мне, и моя могущественная кровь очистила вас. Если ты снова споткнешься, не бойся,
ибо я твой адвокат, защищающий тебя от всех обвинителей. Приготовьтесь к чудесному откровению, ведь вы станете свидетелем этого своими глазами. Многие вокруг вас будут изумлены и испуганы, осознав, что я действительно с вами. Не бойтесь тех, кто бросает вызов моей власти. Я заставлю замолчать тех, кто стремится втянуть себя в пучину отчаяния обвинениями в прошлом. Я заставлю замолчать языки клеветников, которые стремятся запятнать ваше будущее. Не слушайте слова других и не питайте сплетни, разделяющие семьи. Откажитесь принимать ложь, распространять клевету или говорить плохо о ком-либо. Сохраняйте свою душу чистой от негатива, который приносят в вас другие. Есть источник прекрасных эмоций, рожденных от моего Святого Духа. Это источник благословения и воодушевления, предложение любви тем, кого вы любите, ободрение страждущих и пророчество о чудесах и исцелении. И если вы последуете моему совету, вы обретете внутренний покой, который поможет преодолеть трудности и жизненные трудности. Мои слова питают твою душу, делая тебя сильнее, чтобы противостоять испытаниям. Это острый меч, способный победить врагов, восставших против вас. Доверься мне даже в самые трудные времена, потому что я всегда рядом с тобой, давая тебе силы выстоять. Я восхищаюсь вашим непоколебимым духом и вашей верной позицией перед лицом конфликтов. Он прошел испытания неожиданными трудностями и препятствиями, но никогда не позволял им победить себя. Ваша вера в меня и ваша связь с моим духом поднимаются на более высокий духовный уровень, чем вы можете себе представить. Имейте веру, отдыхайте, наполняйтесь миром и приближайтесь к каждому дню с верой и мужеством. Сегодня я стер вашу печаль и дал вам полную уверенность в том, что все, что вы предпринимаете, будет процветать. Напишите эти слова собственноручно, ибо я верю в это. То, что я приготовил для вас, не может быть уничтожено никем и ничем. Это договор между тобой и мной. Запишите это на бумаге, а также в комментариях. Я верю в это. Будьте сильными и смелыми, представляя будущее, наполненное обильными благословениями. Для вас нет кризиса, дефицита или страданий. Не утомляй себя, я не хочу, чтобы ты волновался. Оставь безнадежность и спи спокойно, ибо я твой пастырь, твой Господь, твой Спаситель. Я посылаю вам эти слова с моего святого трона. Храните их как драгоценный камень в своем сердце. Если ты когда-нибудь почувствуешь усталость, приди ко мне, и я подарю тебе отдых. Я прошу об этом с огромной любовью. Если вас одолевают бесчисленные проблемы, не боритесь своими силами. Прекратите свои усилия, преклоните колени, и я наполню вашу жизнь необходимой вам духовной силой. Итак, встаньте с обнаженным мечом, чтобы противостоять силам зла. Никто не сможет причинить вам вред, никакой злой дух не сможет коснуться вас. Солнце будет подниматься каждое утро, чтобы освещать твой путь, сигнализируя о моем присутствии с тобой от первого луча до заката. Вы увидите и почувствуете мое всеохватывающее присутствие, и вокруг вас начнут разворачиваться сверхъестественные события. Не желай греха и не возвращайся туда, где ты был унижен. Не мсти тем, кто когда-то тебя растоптал. Двигайтесь к своим мечтам, ведь со мной вы их достигнете. Иди рядом со мной, держи меня за руку, а когда возникнут препятствия, вззови о чуде. Уверяю вас, что вы получите мой ответ. Я буду твоей поддержкой и другом во всех твоих путешествиях.
Шаг за шагом, рука об руку, вы своими глазами станете свидетелем многих чудес. Ваши прошлые ошибки будут исправлены, те, кто почувствовал себя обиженным, простят. Пути ваши сделаются прямыми, и враги ваши затрепещут. Цепи будут разорваны, и вы будете жить в радости и свободе. За каждую минуту, когда вы перенесли позор, вы будете вознаграждены миром и благополучием. Моя цель — защитить тебя от зла, не допустить твоего падения в бездну греха и смерти и держать тебя рядом со мной. Мой свет освещает вашу жизнь, не давая врагу увести вас во тьму. И ошибка — не мстить. Найдите силу в моем слове, которое я предлагаю, чтобы помочь вам противостоять нападкам и оставаться твердыми. Не таите в душе злобу, гнев или обиду. Простите тех, кто причиняет вам вред, и молитесь за них. Продолжайте без колебаний, ибо благословения ждут вас в вашем путешествии. Помните, что все, что вы получаете, происходит по благодати и вере. Я окружаю тебя благословениями и подарками. Будьте благодарны и оставайтесь верными. Ищите меня в начале каждого дня и не торопитесь с решениями. Воззовите ко мне, и я отвечу мудростью. Ваша победа зависит не от вашей силы или хитрости, а от моей силы и руководства моего Святого Духа. Храните эту истину в своем сердце, и вы будете преуспевать и получать обильные благословения. Не тратьте время, беспокоясь об угрозах со стороны злоумышленников. Не позволяйте им изолировать вас или ослабить своими планами. Твои враги стремятся лишь отстранить тебя от моего присутствия, заставить тебя почувствовать себя одиноким и слабым и отдалить тебя от моего имени. Пусть они думают, что вы не в курсе их махинаций, и будьте кротки, как ягненок. Я позабочусь о том, чего они заслуживают. Используйте мое слово как свой щит и меч. Введите 888, если хотите, чтобы я всегда защищал вас. Держи все, что я сказал, в своем сердце и используй это впредь. Мое слово дает жизнь и мудрость, направляя вас в минуты невзгод. Не сомневайся, ведь я никогда тебя не брошу. Я понимаю, что вам пришлось пережить, и признаю вашу стойкость в сложных обстоятельствах. Все будет в порядке. Ваша жизнь, здоровье, финансы, мечты и семья в моих руках охвачены моей властью. В комментариях еще раз заявите следующее: «Принимаю и получаю, Господи». Мои обещания не исполняются, и мое слово всегда будет исполнено. Драгоценный сын, драгоценная дочь, благословения, которых ты жаждешь, скоро станут твоими. Возьмите их в руки, и все тревоги исчезнут. Твоей тоски и беспокойства больше нет, потому что ты доверился моему слову, и с того момента, как я услышал твой голос, я ответил на твою горячую молитву. Теперь, сын мой, дочь моя, настал самый решающий момент этого послания. Прошу вас, мои любимые дети, объединиться в молитве и укрепить этот момент глубокого единения и общения. Единственное, о чем я прошу вас, это вашего внимания и сосредоточенности в этот момент. Потому что с этого момента враг поднимется и попытается подорвать этот момент. Однако я заявляю, что все ваши трюки потерпят неудачу. Вместе мы победим все злые дела нечисти, ради чести и славы моего имени. Я буду направлять вас в этой очень сильной молитве. Поэтому повтори со мной всю эту молитву, вслух или про себя. Помолимся всемогущему Богу, знающему каждую фибру нашего существа. Мы обращаемся к Тебе со смирением и благоговением.
Ты источник всей жизни, свет, который направляет наш путь, и твердая скала, на которую мы можем положиться. Сегодня в общении мы ищем Твоего присутствия, взывая о Твоей благодати и любви. Размышляя над сказанными священными словами, мы осознаем Ваше вечное обещание безусловной любви. Вы призываете нас противостоять нашим вызовам с непоколебимой верой, полагая, что Вы – наша безопасная гавань. Мы с благодарностью принимаем дарованное Вами спасение и благословение, наделяющие нас миром и любовью. Господь, так же, как нам сказано противостоять нашим проблемам, мы здесь и представляем Тебе наши проблемы. Расскажите Богу обо всех своих тревогах, страхах и невзгодах, запишите их и позвольте Ему позаботиться обо всем. Мы просим Тебя дать нам смелость произнести Твои обещания громко и ясно, веря, что, когда мы взываем к Тебе, Ты отвечаешь. Это позволяет этим проблемам и ситуациям разрешиться сами собой, и если мы упорствуем в вере, двигаемся вперед и сопротивляемся нашим противникам. Пусть эти слова веры и надежды достигнут каждого члена нашей семьи, Господь. В мире, полном голосов, требующих нашего внимания, мы молимся, чтобы мы могли различить Ваш голос. Пусть каждый в нашем доме сможет распознать и понять Ваши послания, находя в них руководство и утешение. И, Господи, среди невзгод мы помним Твой призыв не привыкать жить от одной проблемы к другой. Помогите нам не недооценивать важность каждой проблемы, даже самой маленькой, чтобы мы могли справиться с ними с мудростью и верой. Обнови в нас силу противостоять врагу, зная, что, когда мы остаемся твердыми, он удаляется в тишине наших молитв. Просим Вашего благословения на каждого члена нашей семьи. Даруй нам терпение и достоинство, необходимые для того, чтобы любить и заботиться о тех, кто, возможно, еще не принял Твою истину. Прикоснись к их сердцам одно за другим, открывая их жизнь новой возможности в Тебе, Господь. Не позволяйте нам пренебрегать маленькими детьми в нашем доме. Как опекуны, мы осознаем ответственность направлять и заботиться о нежных сердцах детей в наших семьях. Защитите их от вреда. Дай нам мудрость, чтобы наставить их на Твой путь и позволить им вырасти верными воинами, провозглашая Твои чудеса будущим поколениям. Введите 1212 и распространите благословение среди своей семьи. Готовясь к новому поколению верующих, Господь, мы молимся, чтобы Ты обильно благословил их духовный рост, образование и цель. Излейте на них свой Святой Дух, чтобы сны и видения направляли их. Даруй им силу, чудеса и чудеса, чтобы они могли стать инструментами исцеления и утешения для беспомощных, а всемогущий Боже, мы осознаем, что временами эмоции вторгаются в наш разум, вызывая неуверенность. Сегодня мы даем Вам каждую негативную мысль, каждое чувство сомнения и каждую неуверенность. Господь, позволь Твоей истине обновить наш разум, чтобы мы могли обрести свободу в нашем духовном путешествии. Мы осознаем важность не сравнивать себя с другими и не сомневаться в собственной ценности. Помогите нам понять, что независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Ваше Слово остается непоколебимым. Укрепи нас, чтобы мы не недооценивали Твои благословения, не отвергали Твое прощение и верили, что даже в условиях неопределенности Ты остаешься постоянным. Даруй нам решимость прощать, противостоять клевете и выбирать путь мира. Желаем, Господи, чистых сердец, полных Твоей любви, чтобы мы могли чувствовать Твое присутствие постоянно, независимо от обстоятельств. Выражаю благодарность своим родителям, стойким защитникам, которые никогда не колебались в своей любви ко мне.
Они работали не покладая рук, чтобы обеспечить мне все необходимое, удовлетворяя мои потребности и питая меня своей постоянной заботой. Я ценю своих братьев, с которыми я разделил бесчисленное количество смеха, мечтаний и приключений. Ваша компания обогатила мое путешествие и добавила в мою жизнь любовь и поддержку. Я также благодарю своих дядей, теть и племянников, которые являются неотъемлемой частью нашей семьи. Я молюсь, дорогой Бог, чтобы Твой Святой Дух продолжал объединять нас в гармонии в каждый момент, будь то счастье или печаль, в болезни или в здравии, во времена потерь или процветания. Я умоляю Тебя, Отец, устранить зависть и эгоизм из наших сердец, чтобы мы могли от всего сердца праздновать достижения друг друга. Давайте безоговорочно поддерживать друг друга во всех испытаниях и радостях, которые преподносит нам жизнь. Сэр, вы знаете, что в эти трудные времена наша семья столкнулась со многими проблемами, которые заставили некоторых членов отдалиться и отдалиться. Я умоляю вашего божественного вмешательства восстановить единство и счастье в нашем доме. Пусть наша семья на этот раз станет нерушимой и решительной. Возлюбленный Отец, нам нужно Твое присутствие, чтобы наполнить нашу жизнь, чтобы мы могли снова делиться смехом друг друга во времена радости, утешать сквозь слезы во времена печали и собираться вместе в молитве, чтобы почтить Тебя. Давайте жить вместе в гармонии и взаимном уважении, как мы жили в прошлом. Ваша величайшая заповедь – любовь, и наше желание – любить превыше всего искренне, так же, как вы любите нас. Введите, насколько сильно вы любите Господа. Помоги нам простить тех, кто обидел нас, так же, как Ты постоянно прощаешь нас. Мы желаем жить в мире, единые в Вас. Пусть Ваша любовь наполнит наш дом радостью, воссоединением, миром, уважением и, прежде всего, наполнит нас Вашим божественным присутствием. Иисус, мы стоим перед Тобой, наше сердце полны благодарности и восхищения тем, как Ты заботишься о нас. Ваша доброта изысканна, Ваша защита непоколебима. Ты баюкаешь нас в своих руках, защищая нас от жизненных бурь, и в самые темные часы Ты защищаешь нас своим плащом. Ты поднимаешь нас в минуты страданий, не давая впасть в отчаяние. Ваши ангелы-воины расположились вокруг нашего дома, защищая нас, куда бы мы ни пошли, будь то в школу или на работу. Мы можем чувствовать Его присутствие в ярких красках жизни и в нежном прикосновении ветерка к нашим щекам. Господь Иисус, я стою здесь перед Тобой, тронутый огромным терпением и любовью, которые Ты проявил ко мне. Я не готов сделать ни шагу без Твоего присутствия рядом со мной. Пожалуйста, открой моей душе глубину этой сверхъестественной божественной любви, которую мой разум никогда полностью не поймет, но которую чувствует моя душа, которую жаждет мое сердце и которую мой дух взывает каждое утро. Ты нужен мне, Иисус, больше, чем можно выразить словами. Наполните меня своим божественным присутствием и устраните отвлекающие факторы, чтобы мои глаза оставались сосредоточенными на пути, по которому мне нужно идти. Укрепи мою веру и протяни свою направляющую руку, пока я цепляюсь за Твою защитную мантию. Я не оставлю Тебя, мое сердце жаждет Твоей любви, а моя семья жаждет Твоего обновляющего прикосновения. Мы были вдали от Вас долгое время, но благодаря этим молитвам и Вашему ежедневному руководству мы стали свидетелями замечательных перемен. Пессимизм уступил место надежде, и эгоистичным мыслям больше не место в наших умах. Вместо конфликта мы теперь делимся смехом и слезами радости.
Ты знаешь, Господь, что я каждый день посвящаю Тебе больше времени. Когда я выхожу навстречу жизненным трудностям, я делаю это с уверенностью, спокойствием и непоколебимой верой. Я уверен в победе во всем, с чем сталкиваюсь, и никогда не отступлю от Твоей стороны, дорогой Господь. Твоя любовь изменила меня, и я вечно благодарен за Твое прощение и силу Твоей крови, Христос Иисус. Спасибо вам, и пусть ваше присутствие и дальше сияет для нас. Аминь. Исайя 64, 8, 9. Но ныне, Господи, Ты наш Отец, мы глина, а Ты наш горшечник, и все мы дело рук Твоих. Не гневайся так, Господи. А Господи, вспомни беззаконие на ограниченное время. Послушайте, пожалуйста, мы все ваши люди. Псалом 100. Возрадуйтесь Господу, вся земля. Служите Господу с радостью, предстаньте перед Его присутствием и пойте. Знайте, что Господь есть Бог, именно Он создал нас, и мы Его народ, овцы Его стада. Входите в Его врата с благодарением, и во дворы Его с хвалою. Благодарите Его, благослови имя Его, ибо Господь благ, и Его верная любовь вечна, и верность Его вечна для всех поколений. Евреям 4, 12-16. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозга и судит помышления и намерения сердца. Ничто во всем творении не скрыто от очей Божиих. Все раскрывается и выставляется перед глазами того, перед кому мы подотчетны. Итак, имея великого первосвященника, вошедшего на небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться веры, которую исповедуем, ибо не у нас первосвященник, который не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как нас, прошли через всякие искушения, но без греха. Поэтому давайте со всей уверенностью приступим к престолу благодати, чтобы мы могли получить милость и обрести благодать, которая поможет нам в наше время нужды. Иоанна 3, 16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы Он через Него спасся». Бог говорит, что сегодня день полной божественной цели, совпадений не бывает. Ваша жизнь вот-вот изменится, и приближаются великие благословения. Те, кто надеется на Господа, обретут новые силы, полетят, как орлы, побегут, не уставая, и пойдут, не упадая в обморок. Любовь должна быть искренней, и мы должны ненавидеть плохое, цепляясь за хорошее. Дорогой Божией я не верю в удачу или волшебство. Я доверяю Тебе и Твоим обильным благословениям. Введите 333, чтобы передать все Богу и почувствовать облегчение своего тела и души. Иногда я могу сбиться с пути, но Ты остаешься верным. Помоги мне заменить мой страх верой, мои тревоги надеждой и мою печаль радостью. Ты моя скала и искупитель. Аминь. Велик наш Господь, могуч в силе, Его разумение не имеет границ. Аминь. И если эта молитва находит отклик у вас, просите и получите, ищите и найдете, стучите, и вам откроют дверь. Бог призывает нас быть сильными и мужественными, поскольку Он – наш Создатель и Хранитель. В Нем мы находим силу преодолеть все трудности. Помните, ни одна проблема не является слишком большой для Бога. «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ибо Ты тот, кого я восхваляю». Если вы согласны, напишите: «Господь, я верю в Тебя».
Сегодня Бог обращается к вам, уверяя, что вскоре все проблемы, с которыми вы столкнулись, станут ясными и значимыми. Вы поймете, почему вам пришлось терпеть боль, и ваше сердце наполнится радостью и глубоким пониманием битв, с которыми вам пришлось столкнуться. Просто подождите, пока вы не обнаружите благословение, стоящее за этой борьбой. Оставайтесь со мной, это послание для вас, если вы любите Иисуса сегодня. Бог открывает вам, что вы вступаете в новый сезон, когда все станет для вас на свои места. Вы усвоили уроки, выстояли в невзгодах и сохранили свою веру, даже когда это казалось невозможным. Теперь ваша очередь получать благословение в большом масштабе. Вы можете чувствовать себя на грани, но именно здесь приходит Бог. Все, через что вы прошли, не будет напрасным. Когда вы выйдете из этого сезона, вы поймете, что это была рука Божья, которая вела вас. Не игнорируйте это сообщение, если вы верите в Бога. Будьте готовы к значительной финансовой трансформации, поскольку ваши заботы вот-вот будут преодолены огромной силой божественных благословений. Доверьтесь Ему и никогда не колеблйтесь, ибо Его сила безгранична, а Его любовь непоколебима. Подпишитесь на этот канал, если вы верите в Господа Иисуса. Возможно, сейчас у вас много мыслей, и вы чувствуете, что тяжесть мира лежит на ваших плечах, и что вы одиноки. Положите все свои заботы перед Богом в молитве, Он укажет путь и будет рядом с вами. Приготовьтесь, ваши благословения придут раньше, чем вы думаете. Иногда один единственный призыв или возможность могут изменить вашу жизнь, и Бог позаботится о том, чтобы эти возможности представились вам. Вместо того, чтобы беспокоиться, молитесь обо всем, рассказывая Богу о своих нуждах и благодаря Его за все, что Он сделал. Бог даст вам силы, когда вы думаете, что больше не можете идти дальше, и принесет радость, когда вы почувствуете разочарование. Помните сегодня эти 4 вещи: исцеление уже близко, грядет финансовое облегчение, Бог откроет для вас путь, и Его идеальное время уже в действии. Выразите свою любовь к Иисусу. Бог провозглашает, что в вашу жизнь грядут значительные перемены. Он услышал ваши молитвы и знает стремление вашего сердца к чему-то лучшему. Он будет даровать вам все больше и больше благословений. Вы столкнулись со многими испытаниями, и люди, возможно, отвернулись от вас, но важнее всего то, что говорит о вас Бог. Продолжайте свой путь. Напишите «Я хочу быть с Богом», если вы хотите, чтобы Он всегда сопровождал вас. Бог создал вас не совершенным, а верным. Покажите свою веру красивым. Аминь. Новые начинания уже не за горами, энергия кипит и вдохновение течет. Будьте открыты для получения благословений, которые Божественное хочет даровать вам. Будьте готовы, потому что вы находитесь на быстром пути к получению великих благословений. Покажите свою готовность, сказав «Аминь». Божье послание – это послание обетования и надежды. Он уверяет вас, что чудо, которое вы считали невозможным, уже в пути. Обратите пристальное внимание на Его слова и отнеситесь к ним серьезно, ведь Он не шутит со своими обещаниями. Благословения, которые Он дарует, могут исходить из невообразимых источников и людей. Его взгляд бродит по земле в поисках тех, кто с любящим и простым сердцем верит в Него. Прямо сейчас вы находитесь в Его присутствии, и Он уже благословил вас множеством духовных даров. Решение теперь в ваших руках. Поверите ли вы им на слово или останетесь пассивными, пока другие прогрессируют?
Бог приглашает вас сделать шаг с верой, подняться по лестнице Его божественного плана и погрузиться в Его помазание. Пусть чистота вашего божественного масла сияет над вашей головой, зажигая пламя в вашем сердце. Поднимите знамя этого искупительного видения и провозгласите миру, что существует любящий Бог, который ищет тех, кто готов отвернуться от своих злых путей и предложить Ему своей души. Примите эту божественную силу, почувствуйте ее сейчас и станьте свидетелем того, как ваше существо преобразуется под ее именем. Начните строить великие дела, используя ту силу, которую она дает. Вы будете ходить по волнам, успокаивать бури словами своих уст и призывать небесный огонь, чтобы испепелить препятствия, мешающие вашему продвижению. Знайте, что небесные армии окружают вас и защищают. Возьмите меч своего воскресения и используйте его, чтобы разрушить аргументы, ложь, нападки и клевету, брошенные врагом. Все, что стремится причинить вам вред, исчезнет, а те, кто пытался причинить вам вред, глубоко пожалеют о своих действиях. Это твой выбор. И если вы хотите оставить нынешнюю ситуацию и вновь обрести радость, обрести покой и утешение, придите к Нему, получите наследство, гарантированное Его Святым Духом, и примите сверхъестественную жизнь. Чудо, которого вы ожидаете, приближается, и Бог благословляет каждый аспект вашей жизни, вашу семью, здоровье, желания, финансы и работу. Волна благословений льется на вас и тех, кого вы любите. Обратите внимание, изобилие украсит ваш стол. Предупреждающая молитва «Спасибо, Господь, за дарованный нам еще один день». Мы молимся, чтобы Ты направлял наши шаги, освещал наш путь и позволил нам ярко сиять в Твоей благодати. Пусть наши действия и слова приведут других к открытию Твоей любви. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодня следует помнить 3 вещи. Все, к чему вы прикасаетесь, будет процветать. Бог исцеляет и обновляет вас. И чудо уже на пути к вашему дому, готовое все изменить. Напишите «Аминь», если верите. Если сомневаетесь, сделайте паузу. Когда вы злитесь, сделайте паузу. Когда вы устали, сделайте паузу. Когда вы в стрессе, сделайте паузу. И когда вы делаете паузу, молитесь. Бог говорит: «Да, это так просто». Он избрал тебя, оправдал и полностью простил. Отпустите чувство вины и свободно ходите в своем свете. Помни, сын мой, я люблю тебя. Если согласны, напишите «Я люблю тебя, Боже». Давайте помолимся вместе. Всемогущий Бог, спасибо Тебе за то, что создал и сохранил нас. Мы молимся о Вашей защите от духовных и физических врагов, о силе противостоять атакам дьявола и о руководстве, чтобы облечься во всеоружие и броню праведности. Введите 444 и почувствуйте, как восторжествовала справедливость. Пожалуйста, защити нас, когда мы спим и бодрствуем, устрани невидимые ловушки, защити нас от злых влияний и блокируй тех, кто имеет вредоносные намерения. Освети наш путь и защити нас от бед. Пусть наши действия и выбор отражают Вашу любовь. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Бог уверяет нас, что Он прикажет Своим ангелам присматривать за вами и защищать вас во всех ваших путях. Иисус послал этих ангелов к себе домой, где они усердно защищают Его. Они живут в вашей комнате, обеспечивая силу, руководство и исправление, когда это необходимо. Ангелы несут ответственность за благословение в вашей жизни,
и вы вступаете в период изобилия, поэтому вам не нужно беспокоиться о финансовых вопросах. Твои ангелы позаботятся о тебе. Бог прерывает всю вашу жизнь, чтобы поговорить с вами. Бог говорит вам сейчас, что что-то стрессовое вот-вот покинет вашу жизнь и сменится благословением. Вы получите все, что обещал вам Бог. На днях я сказал Богу, что сдаюсь. Он сказал: «Отлично, теперь я могу начать». Библия предназначена не только для мотивационных целей и милых цитат. Это изменяющая жизнь, разрушающая проклятие, освежающая душу и разрезающая плоть Слова Божия. Наша молитва простирается, а Отец за пределы нас самих. Мы просим все человечество, чтобы каждый мог испытать вашу безусловную любовь. Пусть слова, которые мы получаем, будут посеяны в каждом доме веры, надежды и преобразования. Мы завершаем эту молитву поднятием рук как символа победы, полагая, что даже в минуты уныния мы побеждаем верой. Ты наш возлюбленный Отец, и мы верим, что Ты покроешь нас своей благодатью, окружишь нас своей милостью. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отпразднуйте эту мощную молитву, оставив свое искреннее «Аминь» в комментариях ниже. Мой любимый сын, моя любимая дочь. Как я рад видеть, что ты зашел так далеко. Ваша преданность делу и демонстрация веры наполняют мое сердце гордостью. Я надеюсь, что подобные моменты можно будет повторять ежедневно, поскольку это поднимет вас на высоты, о которых вы раньше даже не мечтали. Вы будете отражать мою славу в своей жизни и во всех деталях вокруг себя, служа свидетелем моей преобразующей силы в жизни тех, кто поддерживает близкие отношения со мной, всемогущим. Введите «Аминь», чтобы завершить эту молитву множеством благословений и поделиться этим прекрасным сообщением с 5 очень дорогими людьми, чтобы распространить Слово Господа. Аминь.